Салем Дастар! Привет, друзья! Я Туяра, и сегодня мы будем готовить печенье. Не простое, а будем использовать такие формочки с казахскими орнаментами. Это торсык, домбыра и карлыгаш. Печенье будем готовить из песочного теста. Давайте начнем, и я буду рассказывать о том, как пришла идея создать вот такие формочки. Я ни разу не фудблогер, никогда на камеру я не готовила и не делилась вот с этим рецептом. То, что нам надо, все здесь. Это яйца, сахар, растительное масло, сода и мука. Больше ничего не надо. И наши, конечно же, формочки. Показываю, как выглядит форма. Набор вот так. И это наши формочки, на которых мы все это отрабатывали, тестовые. Формочки созданы из экологичного материала. Это не обычный пластик, а пластик на основе кукурузы. Я с 10 лет готовлю это печенье по данному рецепту. Меня научила моя двоюродная сестра. Валя, привет! И с тех пор это мое любимое печенье, это печенье семейное уже, потому что у меня все знают, все мои друзья, родные, что у меня самое вкусное печенье, без лишней скромности. И обычно я всегда готовила по формочкам вот сердечко. Мне казалось, что вот сердечко это вот прям такое незамысловатая, очень простая фигура, и которая выражает очень много, любовь. А потом, после переезда в Казахстан, вообще переезда из Якутии, я начала думать, а почему нету формочек, которые бы рассказывали историю? И тем более у нас, у сахай и у казахов очень много общего. И вот наши орнаменты, они имеют чудесные смыслы, значения, и они должны быть интегрированы в нашу повседневную жизнь. И я с этой идеей пришла к мужу и говорю, давай создадим формочки для печенья. Разработать именно эти формы с казахскими орнаментами. Он сказал, а какие именно? И я что сделала? Я пошла в библиотеку, в национальную библиотеку на Абая, и перерыла там все книги, которые касаются именно орнаментов, их значений, их истории. Еще посмотрела все видео, которые нашла в Ютубе, чтобы мне не хотелось ошибиться, потому что я знаю, каждый орнамент имеет свое значение, и там очень много смыслов. Мне хотелось вот это правильно донести. Вот, например, сейчас у меня красивые серьги карлыгаш, я их покупала в Муне. Шутка, это не я покупала, у меня сын подарил на день рождения. Здесь тоже вот красивый такой у меня браслет с орнаментом. И такой же орнамент мы сейчас разрабатываем новый набор. Там будут уже другие орнаменты. Делюсь закулисьем. По желанию наших клиентов мы сейчас работаем над новым набором. И там будут такие самые тоже вот популярные и любимые символы, как юрта. Также будет тюльпан. И третий это будет лошадь, потому что эти символы, они говорят очень много о казахской культуре, о казахской истории. Печенье это больше о традициях, и поэтому я еще решила показать вам вот такую доску для теста. Ее изготовил мой дедушка для моей бабушки, и вот она с нами путешествует, добралась до Казахстана. На ней готовила моя бабушка, я готовила, моя мама готовила, и теперь я и мои дети тоже готовят на нем. Культура еды
приготовление еды, это возможность общаться с нашими предками, родителям с детьми, потому что у меня дети тоже готовят, у меня старший сын готовит очень вкусное печенье, младший, ну не младший, второй сын тоже готовит печенье, и я. И у каждого из нас свои рецепты приготовления печенья. Любое дело, оно исходит от души, и хочется все вот этими знаниями поделиться и донести до людей о том, что еда, приготовленная своими руками для своих любимых, для детей, для любимого мужчину, человека, она носит наши эмоции, и они заряжены нашей любовью, прям пропитаны. И поэтому я за то, чтобы готовить своими руками по возможности. Почему бы не дарить вот эту частичку себя? Ой. Я хочу, чтобы семьи, когда собирались, вместе готовили, разговаривали и вкушали еду вместе, вместе трапезничали. Мне очень нравится слово трапеза. Все делаю вручную, у меня нету миксера, поэтому прям полностью handmade получается. Тесто должно получиться мягким, он не должен липнуть к рукам. Ну, такой... Давайте я расскажу про наши формочки. Можно было бы просто вот такой вырезать форму, ну, что понятно, да, это будет карлыгаш. Но мне хотелось именно вот передать вот такие вот узоры, закрючки. Они очень красиво получаются вот сейчас. Ее вот как штампик отдельно нажимаешь, и он получается вот такой. Также вот я хочу показать нашу. Они как будто закреплены. Почему они так сделаны? Чисто для эстетики. Когда мы собирали вот набор, если бы вот внутренняя часть орнамента, вот формочки, она была бы отдельно, она выпадала бы, она бы смотрелась совсем некрасиво. Поэтому мы решили ее вот с такими вот щелчками, можно их соединить, и они не будут падать. И они красиво так уже смотрятся. Она вот такая получается, прям не как пластилин, она вот такая бархатная, ее можно вот так держать спокойно в руках, и она прям мягенькая. И сами печеньки получатся очень пышными, мягкими и очень вкусными. Сначала просто... У любых народов цифра 3, она такая оптимальная, сакральная идет. И здесь я вложила такой смысл. Торсых — это изделие для хранения воды. То есть она идет внизу, вот в коробке, да, нашей. Это чтобы закрыть наши потребности жизненные, чтобы всегда у нас была вода, все самое необходимое, чтобы было у нас. И чтобы у нас было достаточно радости, добра, да, чтобы было много хороших событий, для семейных встреч, для встреч с друзьями, чтобы у нас было всего этого достаточно. И карлыгаш — это символ надежды, мечты, стремления, чтобы у нас была мечта большая, чтобы была цель,
и чтобы мы всегда стремились к ней, ввысь, чтобы все это у нас было вот с таким значением. Я выбрала вот эти 3 орнамента, 3 значения, и в таком же порядке я их разместила, потому что мы же не можем карандаш где-то внизу разместить, она должна быть высоко, тянуться к небу. Такая многоразовая, то есть мы сделали ее из плотного пластика, ее можно открывать, закрывать и здесь же хранить все. И наши первые продажи, они состоялись во Флипе. Ну, многие спрашивают тоже также, почему не Каспи. Ну, Флип мы выбрали, потому что он доступный, это полностью казахстанский маркетплейс, и нам хотелось вот подчеркнуть именно то, что это полностью made in Казахстан. Ну, плюс то, что, не знаю, по нашим ощущениям, по нашим мироощущениям, и как-то вот Флип оказался таким доступным для первых реализаций, и считаю, что мы выбрали площадку идеально, потому что я никогда, действительно, потому что у меня был опыт работы на Wildberries, и это было страшно, неудобно. Именно в работе с Флипом наконец-то я почувствовала такое человеческое отношение, когда можно позвонить, написать со своими вопросами там по горячей линии и как-то вот получить человеческую поддержку и понимание. Вот нам этого очень сильно не хватало, и поэтому мы с Флипом сейчас работаем и будем работать. Они нас очень поддерживают, вдохновляют, и мы их поддерживаем, потому что вот именно это казахстанский бренд. И вот из нашего теста получается как раз-таки на 2 противня. Формочки нельзя мыть в посудомоечной машине, потому что они сразу растают. Кстати, они экологичные и разлагаются. Можно их бросить в компостер, и в течение 3 месяцев они уже разложатся и не нанесут никакого вреда природе. Все, теплая вода, не горячая вода, просто от руки помыли и оставили сушиться. И они вам прослужат еще долго-долго-долго. Печеньки получились у нас такие. Все, приготовила печенье буквально меньше часа, у меня все это заняло. И формочки у нас прикольные, получились довольно симпатичные. И, честно говоря, у меня печеньки каждый раз получается по-разному. Я не знаю, с чем это связано, вроде бы тесто одно и то же, рецепт один и тот же, но каждый раз оно получается другим, но одинаково вкусным и всегда вкусным. Ди, Алтан? Да. Ага, вот Алтан согласен. Он ждет, когда я закончу съемки, и будет тоже пробовать на мои печеньки. Формочки вы можете заказать прямо по ссылке под этим видео. Пожалуйста, поделитесь вашим мнением, вашими отзывами, какие у вас печенюшки получились. Огромная благодарность всем, кто заказывает у нас, заказал наши формочки, вы очень сильно поддержали. И вот благодаря Threads у нас появились наши первые продажи и первые солдаты, и мы продолжаем сейчас работать в разработке новые наборы. Также собираемся выпустить мыльницы в казахском стиле. Одна мыльница у нас уже стоит там, мы ей пользуемся, смотрим, как она себя ведет. Все это как бы каждый набор, каждый продукт перед тем, как выпустить в продажу, мы сами тестируем и что-то добавляем, что-то улучшаем. Печеньку. Начнем с тарсыха. Всем рахмет за просмотр видео. Встретимся в следующий раз. Пока-пока. Хоть футбол там все есть, да? Я люблю пекине.
Что даже?